Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствуем. Двуязычие в Якутии – явление обыденное, которое имеет свою историю и традиции. Этими стало интересно в конце прошлого года премьера документального фильма «Уроки якутского». Недавно состоялся показ картины в Москве в Доме народов России. Наш гость в студии – автор и вдохновитель идеи фильма Владимир Федоров. Народный депутат, предприниматель и меценат. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Вот показ фильма, да, «Уроки якутского» и в Москве. Насколько это событие значимо в продвижении фильма на федеральном уровне? Да, сегодня у нас такой ключевой момент, когда мы показали, продемонстрировали наш фильм на одной из федеральных площадок. Это Дом народов России. Это структура агентства по делам национальностей России при президенте. И это не случайно, потому что в этом году у нас год объявлен годом единства народов России президентом Путиным. И, соответственно, агентство заинтересовалось нашим проектом. И мы показывали фильм и в Доме народов России, и в Манеже. У нас одновременно проходил через день фильм на фестивале «Россия первозданная». И очень мне понравилось то, что сегодня фильм начал приобретать новые краски по-новому. Люди его начали воспринимать совершенно. Это не картина уже, это уже культура, это уже отношения между людьми. Как-то вот все совпало, это когда интерес от разных источников, в том числе и буряты, там у нас были и осетины, у нас были даже афроамериканские на показах, у нас были тувинцы и так далее. И все задавали один и тот же вопрос: как вы это сохранили? Они были этим удивлены. Потому что вот все, что мы показываем, и природу, и ландшафты, и в фильме, и все, это не увязывается у той цивилизации. Они увидели, как это было сохранено. И мы даже уже отошли от темы билингвизма. Да, двуязычный – это феномен. Мы являемся лидерами, наверное, в России в этом. И я не скрою, интерес глобальный к этому вопросу сегодня. И он уже стоит на государственном уровне. Потому что если мы говорим о государственности, мы говорим о фундаментальных языке, это русском языке и тех языках, которые в наших республиках, в нашем случае Сахалы. Вот, поэтому, когда мы говорим на одном языке и излагаем мысли, думая на другом, например, на русском и говоря, и наоборот, и делаем это с легкостью, конечно, это уникальное. Ну и вот, конечно же, хотелось бы узнать подробнее о самом фильме для тех, кто не посмотрел. Кто не видел наш фильм, мы обязательно его покажем, я надеюсь, на национальном телевидении. Он сейчас готовится, фильм, к прокату широкому. Это будет... Сегодня готовим прокатное удостоверение. Это фильм о нас. Мы уже перешли эту границу, когда мы говорили только о языках. И если в фильме глубоко посмотреть, это о быте. Но в большей части, конечно, это село. О сохранении вот этой вот особой цивилизации, особых отношений между людьми, духовных ценностей, быта, культуры и все, что касается коннекта или взаимоотношений между людьми. Вот об этом фильм. При этом он на 2 языках с переводом. И всем интересно, когда маленькая девочка внешне выглядит русской, говорит на якутском чистом языке, и взрослые, и дети, и это так с легкостью подается. И мы, кстати, к этому не придаем особого значения, но это очень и очень уникально. Фильм уникальный. Приглашаю, как мы будем его показывать в республике, широко посмотреть. И, я думаю, будет понятно, почему он интересен был там, скажем, за пределами республики. Очень интересно, вот как московская аудитория восприняла фильм, и отличается ли их реакция от реакции нашей? Ну, я уже говорил сейчас чуть маленько ранее о том, что это было уникально смотреть на их глаза. Они, особенно вот «Россия первозданная», когда мы показывали на фестивале, это вроде бы не тематическая тема, это вот ландшафты, животный мир и так далее. Люди заходили в зал, и они увидели в наши ландшафты вид, как люди разговаривают, язык и так далее. Для них было очень уникально сохранение, как мы сохранили все. И сейчас во время глобализации, когда во время наших в жизни вообще вот эта повестка глобалистов, и как мы сохраняем наши отношения внутри, как вот эти вот убранные страхи, искренность в глазах людей и так далее, они на это смотрят и очень поражаются, почему у нас такие простые, искренние и легкие отношения у людей.
И для меня было еще уникально то, что они подходили, спрашивали, как вы это сделали. У них нет инструментов, они забыли о них, а мы их сохранили. В этом наша уникальность. И фильм уникален, и люди там уникальны, и все, что касается взаимоотношений для, ну, скажем, для тех же бурятов, которые говорят, что у нас 20% всего языка на территории, и вы говорите, в том числе и русские на Сахалы, для нас это удивительно. Мгм. А о какой модели сохранения и развития языков идет речь конкретно? Ну, давайте так, начнем с того, что государственный язык у нас русский, мы на нем должны и обязаны и хорошо знать его точно. Национальные языки, которые в России находятся, а их больше 100, и там говорят уже до 300, это тофы, алтайцы и так далее, которые не распространены, они должны продвигаться. В нашем случае якутский язык, он должен быть фундаментально закреплен. Кстати, хочу сказать о том, что мы издаем сказки, а уже это будет третий год, третий экземпляр или третья серия сказок на якутском языке, это как раз для закрепления Сахалы. И вот это уже должно перейти не на факультатив, это не должно перейти на внеклассные, это должно уже перейти на общеобразовательные программы, которые будут, ну, изучать более глубоко язык. Мгм. И вот в фильме тоже большое внимание уделено вот селам и улусам. Вот с чем это связано? Да, мы, кстати, даже мы не планировали создать эту картинку, мы просто поехали туда, в первоисточник, где язык с легкостью как бы работает, и мы передали вот эту картинку именно языка, отношение к труду, отношение людей, быт. Вот эта самобытность людей, которые находятся в глубинке, и как раз вот все передало, все по-настоящему. Мы, кстати, даже постановочных кадров не делали. Снимали вот так с руки. Сняли, и тут же все, кадр закончился. Мгм. И вот, знаете, на показе фильма, да, была представлена книга «Саха Азбуката». Расскажите о ней, пожалуйста. Да, Анна Максимова на показе в Доме народов России пришла с книжкой, которая 30 лет они собирали. Это азбука, якутская азбука. Мне стало интересно. Я, к сожалению, я ее не принес. Она у меня осталась за студией и хотел показать. Это вот один из уникальных моментов, которая издана на 3 языках. Не знаю, зачем там английский, но там есть английский язык. Я, наверное, думаю, что это неспроста. Наверное, кому-то будет в будущем интересно на английском языке еще изучать нашу азбуку. Да, это надо применять в республике, в начальной школе, более широко. И я думаю, что такие книжки, такие вот научные, это научный труд, наверное, скорее всего, скоро будут применительны в нашем общем образовании. Мгм. Вот, Владимир Юрьевич, вы также занимаетесь изданием детских книг на якутском языке, да? Расскажите об этом подробнее. Ну вот я говорил уже, что мы издаем детские книжки, это детские сказки. Почему сказки? Ну, казалось бы, для чего? Ну, давайте, что это фундаментальные научные труды. Сказка — это история. Это очень много новых слов. Семья обязана, и я в этом убежден на 100% о том, что семья обязана воспитывать ребенка. Образование должна давать семья. Ссылаться на школу нет. И где это должно быть? Это должно быть вот в легкой форме, в начальном виде, то есть когда детям еще год, 3, 5, а это передача через сказки. Там язык в сказке, там история в сказке, там очень много слов, которые мы в своем обиходе применяем, и там любовь, то есть там передача, кто эти сказки читает? Бабушка, мама, папа, сестра и так далее. То есть это культивация, я не побоюсь слова, это культа традиционных семейных отношений. Нам это нужно выращивать, и поэтому это непростая программа издать сказки. Мы их отправляем в каждое село на всей территории республики каждый год, бесплатно совершенно. Эти сказки уходят в библиотеки, эти сказки уходят в детские сады, в начальные классы и так далее. То есть вот по всей республике почтой мы отправляем, приходит конверт, там сказка, и ее можно у меня на телеграм-канале прочитать сказку через QR-код. Есть, ну, и в некоторых местах в городе Якутске мы пытались их еще на плакатах повесить. Мгм. И вот какие ваши дальнейшие планы по продвижению фильма? Да, планы. Мы будем дальше пропагандировать республику.
мы будем показывать историю нашего края, мы будем говорить о нашем уникальном языке, и наш фильм, который в будущем, я думаю, будет показан на одном из центральных каналов, займет место уже в пакете где-то, ну, где будет доступность телевидения, я не знаю, там «Мост» или какие-то другие каналы «Культура». Его можно будет легко посмотреть в семье в любое время. Ну и, конечно, прокат фильма у нас в республике, в первую очередь в республике, для того, чтобы мы поняли, какой ценностью мы с вами обладаем. Ну, знаете, у нас с вами еще осталось целых 3 минуты, и хотелось бы с вами пообщаться уже, да, помимо вот этого всего. Отлично. Знаете, вот чем вы вдохновились? Я понимаю, тема якутского языка, двухязычия очень актуальная и важная, но все же, чем вы вдохновились? Возможно, Вообще- откуда-то корни идут, возможно, вы какие-то языки тоже знаете, помимо русского языка, или хотели бы знать? Ну, во-первых, якутский язык для нас это родной. Мы должны однозначно разговорную речь знать. Ну, Минтопталын, я не знаю, все что угодно. Значит, Минкоратуалла и так далее. То есть, ну, какие-то слова, которыми мы говорим в быту, это однозначно должны знать. Вдохновление наше было, это когда мы едем в деревню нашу, в моем случае это родной Хангаласский улус, и мы смотрим на те картинки, которые окружают нас. В фильме есть один момент, когда коровы идут значит, на водопой, я остановил машину и сказал оператору: снимай картину, мы подняли дрон, он снял, и когда мы показали этот феномен белая снежная пустыня, и по ней идет корова на водопой, это было так необычно. Как так? Куда они идут? В снежную пустыню? Они идут на водопой, это лед и так далее. И когда об этом рассказываешь, они прямо вот понимают. Или, например, лошади, белые лошади, дикие на фоне скал с голубыми глазами. И для них тоже это уникально. Вот как будто бы мы это не замечаем, мы смотрим, цепляется взгляд за вот эти красоты, посмотрите, сейчас в социальных сетях очень много этого, а это все идет от сердца. То есть вдохновление идет от того, что у тебя в корнях это история края, это любовь к своей земле, это патриотизм, не тот, который прям там ура-ура, а это патриотизм, который с теплом дает возможность проявить себя как пассионария. Ну что ж, прекрасно, Владимир Юрьевич. Ну что ж, спасибо, что вы уделили время, ответили на наши вопросы. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.